Ребята, чтобы начать наш урок с отличным настроением, давайте немножко потанцуем. Сегодня наш урок посвящается важному, нужному качеству человека. Об этом качестве говорится в стихотворении. Давайте прочитаем вместе. Слова – это серьезное, главное, важное. То, что значит оно очень нужно для каждого. В нем забота и ласка, тепла и любовь. В нем стремление на помощь прийти вновь и вновь. Это качество сердца у многих живет, и о боли других позаботить не дает. И она поважнее, чем вся красоты. Догадались, что это? Сердечная доброта! Молодцы, ребята! А что такое доброта? Доброта – это когда ты помогаешь другим людям, когда они нуждаются в помощи. Пожалуйста, Мантур. Доброта – это когда ты помогаешь многим людям, которые нужна твоя помощь. Не только людям нужно помогать, и животным. А какие литературные произведения о доброте мы уже с вами прочитали? Маленький герой. Три друга. Гайдар и его команда. Неизвестный цветок. А теперь посмотрите на этот портрет. Можете о нем сказать, что он добрый? Да, я думаю, что он добрый человек. Почему вы думаете, что он добрый? Потому что у него теплая улыбка. Кто узнал этого писателя? Расскажите о нем. Константин Георгиевич Паустовский родился в Москве. У него семья была большая, разнообразная, склонная, как говорил Паустовский сам. У него детство прошло на Украине, сначала в деревне, потом в Киеве. Он учился в Киеве, в гимназии в Киеве. После окончания гимназии он учился в университете. После окончания университета он о многих мечтал: путешествовать в разных странах, быть писателем. Его мечта реализовалась в писательстве. К писательству привела Паустовского еще его одна черта – любовь к чтению. Как детский писатель Паустовский начал вступать с 1930 года. Печатался во многих изданиях для детей, хотя он не считал творчество для детей своим признанием. Однако написал для них много рассказов и сказок. Он много путешествовал, бывал в разных странах, и он открыл для себя мещанские места и города Тарусу. Молодцы, ребята! Мы еще раз познакомились с биографией и творчеством Паустовского. А теперь мы с вами познакомимся с его произведением. А для этого вам нужно отгадать загадку. Красив он и строен, длинноус и мохнат. Он любит мышей, ненавидит собак. Так вы отгадайте скорее, о ком говорится в загадке. Отгадайте загадки. О ком говорится в загадке в моей? Это же кот! Молодцы, ребята! Вы отгадали загадку. Я думаю, что о коте, наверное, маленький, или же он делает хорошие или плохие поступки. Я думаю, что это все равно о коте. Итак, сегодня мы с вами будем познакомиться с произведением Паустовского «Кот Варюга». Что значит слово «вор»? Давайте работаем в группах. Первая группа. Ваша задача такая. Какие эти слова вы должны найти и начертить?
кот ворюга будет, наверное, что крадет вещи какого-то человека. Я думаю, в этом рассказе будет много чего интересного, и, конечно же, я думаю, этот кот будет красть много вещей у других людей. Умнички, очень хорошо предположили. Теперь давайте прочитаем рассказ. Но прежде чем прочитать, давайте познакомимся с трудными словами. Отчаяние, состояние безнадежности, безвыходности. Кукан – веревочка, на которой надета рыба. Лаз – это узкое отверстие, через которое можно пролезть. Шиворот, заворот или заворотник. Итак, давайте начнем теперь познакомиться с произведением. Читать будем с остановками. Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его хорошо не видел. Только через неделю удалось узнать, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть. Он воровал всю рыбу, мясо, сметану и хлеб. Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогли нам в этом. Однажды они прибежали и рассказали, что на рассвете кот бежал через огороды и тащил в зубах кукан с окунями. Кот украл у нас 10 жирных окуней. Мы поклялись поймать кота и наказать его. Мы уже с вами прочитали первую часть рассказа. Давайте теперь отвечаем на вопросы. Опишите внешний вид кота. Он был рыжим, также у него было разорвано ухо, и также у него был отрублен грязный хвост. Следующий вопрос. Что кот воровал? Рыбу, мясо, сметану и хлеб. Какие поступки кота заставила рыболовов поймать его? Он все воровал, и они поклялись, чтобы поймать его. Молодцы, ребята! Мы уже с вами прочитали произведение, познакомились с содержанием. Теперь работаем по группам. Первая группа. Ваша задача такова. Вы должны найти в тексте описание внешнего вида кота-ворюги, почему он так выглядит, какие чувства вызывает у вас это животное. И на каком рисунке, на ваш взгляд, наиболее точно изображен кот-ворюга. Объясните свой ответ. Потом поработайте с картинной галереей. Вторая группа. Ваши задачи. Найдите в тексте описание действий и поступков главного героя, почему он совершает их, какие чувства вызывают у вас его поступки. И с кем можно сравнить кота. Потом составьте сценпление. Кот в начале рассказа и в конце. Третья группа. Ваши задачи. Первое. Найдите в тексте авторскую оценку главного персонажа. Какой оттенок имеет это слово в тексте? Почему автор называет кота ворюгой, а не вором или воришкой? Отвечайте на вопрос. Потом составьте словесный портрет кота-ворюги.
ставили фотографии с порядками, которыми мы читали в тексте. Мы составили синхвейн. Кот вначале был бродячий, голодный, ворует, воет, прячется, кот, потерявший всякую совесть, бандит. И кот в конце рассказа благородный, сытый, сторожит, хозяйничает, ласкается, доброе слово и кошке приятно, и милиционер. Нам дали задания, и вот мы их выполнили. Первое. Как оценил автор кота Варюга? Автор оценил кота, что он очень шустрый, потому что он был очень шустрым, и люди не могли его найти. И, конечно же, ловким, потому что он все ловил и при этом быстро бежал. А также грязным. Когда людям сказали, что их видели ребята, они сказали, что видели грязного кота, и поэтому грязным. И тощим. Когда его поймали и рассмотрели, он оказался тощим, также быстрым и смелым. Теперь давайте мы с вами выделим главную мысль рассказа. Автор говорит о том, что если ты сделаешь кому-то добро, он вернется. Так и сделал людям, которые помогли этому коту. Автор говорит, что главная проблема этого рассказа нужно, что человеку делать добро, например, кормить бездомных и хорошо относиться к животным. Если мы будем по-доброму относиться к животным, то они станут нашими верными и крепкими друзьями. Оценивать будете вы сами себя с помощью пирамиды знаний. На каком уровне вы находитесь, отмечайте там смайликами. Ребята, сегодня мы с вами очень хорошо поработали. Спасибо вам за урок. Итак, домашнее задание.